течение последних 11 лет ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который был учрежден ВОЗ по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. В этот день Всемирная организация здравоохранения и партнеры призывают работников здравоохранения и общественность еще раз задуматься об этом молчаливом убийце. Дата была выбрана не случайно. В этот день родился ученый, лауреат Нобелевской премии, доктор Бламберг. Он открыл вирус гепатита Б, разработал диагностический тест и вакцину против него. Эта вакцина до сих пор высокоэффективна, хорошо переносится, обладает дополнительным лечебным эффектом, активизирует иммунитет и даже оказывает противораковое воздействие. Но несмотря на достигнутый прогресс в лечении, установлено, что полное удаление гепатита Б из организма инфицированных остается невозможным, и они нуждаются в пожизненном лечении. Группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, Б, С, Д и Е, поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую хроническую болезнь печени. Ежегодно от гепатита умирает более миллиона человек, а хронический гепатит без лечения может в течение 15-30 лет приводить к циррозу и раку печени. Всего в мире более 500 миллионов носителей вируса гепатита. Это каждый 12-й житель планеты. 350 миллионов человек инфицированы гепатитом Б, 170 миллионов человек инфицированы гепатитом С. Почти 1,5 миллиона человек инфицированы гепатитом А. Цель этого мероприятия – укрепить национальные и международные усилия по борьбе с гепатитом, призвать отдельных лиц и партнеров к сотрудничеству, напомнить о необходимости активизации глобальных мер. Также стороной не обходят вопросы диагностики, лечения и профилактики. А недостаточный охват тестированием и лечением – серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения глобальных целей по элиминации гепатита к 2030 году. Конечно, среди болезней гепатит не приговор, но лучше соблюдать меры предосторожности и беречь себя, чем являться его носителем.